В начале уходящего года жители Якутии узнали о новом бренде Морси Кюн. Новый якутский бренд, включающий в себя качественные экологические продукты, морс и сироп из якутской брусники, а также питьевую воду. Что изменилось и как развивается якутское производство, мы узнали, поговорив с директором компании «Ягоды Якутии» Артуром Аржаковым. Мы сейчас находимся, так скажем, на стадии нашего первого полного календарного года. Смотрим, как ведет себя сезон, как у нас ведут себя продажи летом, зимой, осенью и так далее. Разница, конечно же, есть, разница очевидна. У нас появилось несколько видов продукции, у нас устаканились все производственные процессы, устаканились продажи. Мы заняли свою нишу, народ нас знает, причем узнал он буквально в первые 2 месяца, наверное, продаж. Сейчас мы представлены более чем в 500 торговых точках республики, не только республики, мы и за пределами региона. Также по сравнению с началом года у нас есть новые виды продукта. Во-первых, мы запустили новые виды сиропа, буквально с ноября месяца. Мы начали заниматься производством лимитированных серий морса. Специально для СУФУ мы первую серию выпустили и специально для кинотеатра Азия, вновь открывшегося. 19-литровую воду мы запустили. Кстати, да. Да, под другим брендом, правда, этот бренд называется Кут. Кут, долевая и душа, для каждого человека, который знает якутский язык, якутскую культуру, это вопрос спорный, что как переводится код. То есть, тут можно спорить. В целом сходство есть. Кюн, кут – это 2 слова, которые для нашего народа значат очень много. Республика, она достаточно конкурентна, по крайней мере, в области пищевых продуктов. Но пищевые продукты у нас должны по всем параметрам соответствовать параметрам премиум продукта. То есть это должен быть дорогой продукт, экологичный, возможно, даже какой-то там handmade, так назовем, да, то есть эксклюзивный продукт. Да, допустим, взять те же наши ягоды, нигде в мире ягоды люди не собирают руками. Жеребята там, да, кони, лошади, они не пасутся в дикую. То есть там в развитых странах есть большие заводы, которые там этих жеребят, коней, там, коров выращивают. А у нас они пасутся в дикую, зимой, летом, питаются самостоятельно, добывают подножный корм. Поэтому в этом отношении, мне кажется, республика имеет достаточно большой потенциал на экспорт. Именно в сегменте премиум продуктов, там, где нам нужно, не будет конкурировать по цене, так вот скажем. Что касается брусники, мы просто-напросто такой ягоды, как якутской брусники, например, нет нигде в мире. Она, во-первых, очень экологична, во-вторых, она очень концентрирована. Там содержание витаминов и полезных веществ, оно, кратно, так скажем, на порядок выше, чем в той же бруснике Средней Сибири, Западной, Восточной Сибири. И за счет этого конкурентного преимущества мы здесь выигрыш на самом деле. И когда мы будем осваивать новые рынки, уже планомерно осваивать новые рынки, тогда мы сможем заявить об этом нашем конкурентном преимуществе. Специально к новогоднему столу мы уже запустили новый брусничный сироп с имбирем, новый брусничный сироп с апельсином. Основа у нас брусничная, но там у нас есть натуральный имбирь и апельсин, соответственно, да. И там появляются некие оттенки интересные вкуса. Мы проводим различные конкурсы, в том числе, кстати, совместно с сетью по воде Кут мы разыгрываем iPhone 7. Правда, там розыгрыш будет уже после Нового года. Но, тем не менее, если есть желание, можете зайти поучаствовать. У нас просто ввелось новое новшество, новые виды продукции. Это сироп с апельсином и с имбирем. И в ближайшее время мы еще собираемся увеличивать ассортимент. Это то есть не только сироп, но и воду полезную, и также же различные морсы. Будет такой же морс, но необычный, с плавающими частицами, то есть будет с кусочками именно. Может из различных ягод, либо различных фруктов. На данный момент над этим вопросом сейчас работаем. Наша линия, она может производить где-то 1000 бутылок в день, да. Но в ближайшее время собираемся увеличивать, и ассортимент уже, каждый ассортимент